У областным цэнтры супрацоўнікамі управлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама за атрыманне хабару затрыманы галоўны інжынер брэсцкага філіяла РУП «Белпошта». Усё адбылося ў службовым кабінеце гэтага чалавека. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники милиции получили информацию о том, что в служебном кабинете будет передана взятка от директора одного из коммерческих структур за благоприятное решение вопроса, входящего в компетенцию главного инженера. В момент получения взятки он был задержан. В ходе обыска было обнаружено 200 рублей. При дальнейших оперативных мероприятиях было установлено, что главный инженер занимался незаконной преступной деятельностью и в ходе проведения тендеров от представителей различных коммерческих структур требовал вознаграждения в виде от 3 до 6% от суммы тендера. Па факце атрымання хабару і выкарыстання службовай пасады ў мэтах асабістай зацікаўленасці узбуджана крымінальная справа. Фігурант арыштаваны. А вось па справе махлярства пакуль фігуранты не выяўлены. Днямі ў дзяжурную частку міліцыі паступіла паведамленне ад жыхара Брэста. І ён паведаміў, што невядомыя патэлефанавалі яму з нумара абанента Литовской Республики. Сообщали о том, что их близкие родственники попали в ДТП, им нужна медицинская помощь или какое-либо решение вопроса за вознаграждение. Требовали передать деньги или перезвонить на этот литовский номер. Кроме этого, уже на следующий день сотрудники милиции получили информацию от пенсионера 32 года рождения, который также получил звонок от неизвестного злоумышленника и с просьбой передать деньги для решения вопроса. За благоприятное решение вопроса он подъехал к его дому, и пенсионер вынес ему $1000 США и 1500 рублей. По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209. Таксама гэтыя махляры могуць выдаваць сябе за супрацоўнікаў службы бяспекі розных банкаўскіх устаноў. Присылают СМС-сообщения с кодом «Халва-бай» и потом перезвонят на этот номер телефона и сообщают о том, что проводят проверку работы этого банка. Поэтому ни под каким предлогом наши граждане не должны передавать сведения, находящиеся на своих банковских карточках. И кроме этого сообщать в милицию, если кто-то им звонит с литовского номера и предлагает передать деньги, сообщать в милицию, чтобы мы оперативно могли задержать этого злоумышленника и установить все обстоятельства. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».